Российские спортсмены завоевали 2 комплекта золотых медалей в первый соревновательный день чемпионата Европы по велоспорту на треке. Турнир проходит в Болгарии. Награды высшего достоинства завоевала мужская сборная в командном спринте. Победу одержали Денис Дмитриев, Павел Якушевский и Иван Гладышов. Равных себе в командном спринте не нашла и женская сборная, которую представили Анастасия Войнова, Дарья Шмелева и Наталья Антонова. В данный момент в копилке россиян 3 медали. Ранее бронзовым призером чемпионата стал Сергей Ростовцев, выступавший в гонке на выбывание. Итоги соревнований будут подведены 15 ноября. Анастасия Мишина и Александр Галямов одержали победу в соревновании спортивных пар на 4-м этапе Кубка России по фигурному катанию. Турнир проходит в Казани. По итогам представления 2 программ они набрали 233,9 балла. Второе место заняли Евгения Тарасова и Владимир Морозов, которые в сумме получили 227,13 балла. Третьими стали Александра Байкова и Дмитрий Козловский, у которых 220,30 балла. Сегодня в рамках заключительного соревновательного дня произвольную программу представят юноши и девушки. Этой ночью футболисты сборной России проведут товарищеский матч с командой Молдавии. Встреча состоится в Кишиневе на стадионе «Зимбру». Данная игра станет контрольной проверкой перед заключительными матчами группового этапа Лиги наций. 15 ноября подопечные Станислава Черчесова в гостях сыграют с турками. Затем 3 днями позднее также на выезде встретятся с сербами. После 4 туров предварительной стадии турнира российские футболисты располагаются на первой строке группы 3 Лиги Б, набрав 8 очков. Вторыми идут венгры, у которых 7 пунктов. Тройку лидеров с 3 баллами замыкают турки. Стартовый свисток товарищеского матча Россия-Молдавия прозвучит в 2 часа ночи по якутскому времени. Минская «Динамо» обыграла Новосибирскую «Сибирь» в гостевой игре регулярного чемпионата континентальной хоккейной лиги. Встреча завершилась со счетом 6-0. Отметим, что динамовцы установили рекорд лиги, забросив 5 шайб за 10 минут и 57 секунд. Взятие ворот провели Бреннан Меннелл, Илья Соколов, Егор Шарангович, Алексей Протас, Илья Усов и Брендан Козун. Минский клуб занимает 5-е место в турнирной таблице Западной конференции. На его счету 26 очков. Новосибирцы идут 9-ми на Востоке, набрав 21 пункт. В следующем матче «Динамо» в гостях сыграет с хабаровским «Амуром», а «Сибирь» на своем льду примет омский «Авангард». Перейдем к событиям нашего региона. Нападающий московского футбольного клуба «Спартак» из сборной Швеции Джордан Ларсон оказал финансовую помощь мальчику из Якутии Дмитрию Березовскому в приобретении высокотехнологического протеза стоимостью 450 тысяч рублей. Мальчик лишился правого предплечья в 2004 году в результате несчастного случая. В данный момент известно, что вся необходимая сумма собрана и в скором времени Дмитрий получит протез. Помощь якутянину футболист оказал в рамках акции «Спартак детям». Также он записал видеообращение, в котором пожелал мальчику здоровья и выразил надежду в ближайшее время увидеться на стадионе. Якутские боксеры вылетели на сборы перед стартом чемпионата России. Как сообщает «Спорт Якутии», в Краснодар отправились Толбан Егоров, Николай Григорьев, Михаил Варламов и Аял Степанов. Также с ними вылетел тренер Владимир Павлов. Спортсмены на сборах присоединятся к капитану команды Василию Егорову и Михаилу Прокопьеву, которые уже находятся в Краснодаре. В общей сложности Якутию на чемпионате России представят 10 боксеров. Напомним, турнир пройдет в Оренбурге с 28 ноября по 6 декабря. Таковы главные спортивные новости к этому часу. Занимайтесь спортом и будьте здоровы!